Друзья, всем привет! Это 15 вопросов татарочки. Сегодня у нас снова в гостях Алсу Хафиз. И сегодня мы будем ее спрашивать о том, как она попала в татарское движение, начала интересоваться татарской движухой и как переехала в Казань из своего родного города Тольятти. Итак, Алсу, первый вопрос. Расскажи, когда у тебя случился зов крови, когда ты поняла, что ты вот татарка, что тебя вот эта вот вся татарская движуха зовет. Вообще, когда это произошло, в каком возрасте и как? Ну, то, что я татарка, я знала всегда. Зова крови у меня особого не было. Короче, я увидела объявление в Кантосе, что в татарской автономии города Тольятти нужен человек, который знает татарский язык и который мог бы его преподавать другим людям. Почему-то мне показалось, что я могу это делать. И я откликнулась, пришла на собрание молодежной организации города. Это было в феврале 2009 года. Вот, и с тех пор вот меня не отпускает. Окей, смотри, ты выросла в Тольятти. Как вообще твоя семья оказалась в этом городе? То есть у вас откуда корнями сами? Корни у меня из Оренбургской области, и с маминой и с папиной стороны все родственники всю жизнь жили в одной деревне. Это Осикеевский район, ну там плюс-минус соседние деревни. Осикеевский район, Оренбургская область. Мама приехала учиться в Тольятти после 10 класса, а потом туда приехал папа, и вот мы там стали жить, поживать и добра наживать. Тольятти – прекрасный город. Он назван в честь итальянского коммуниста Пальмиро Тольятти. Прекрасный город возле Самарской Луки, возле Жигулей, возле Волги. Там есть завод, не один. Прекрасный город. Окей, третий вопрос. Как вот ты, живя в другом регионе, не в Татарстане, не в Башкирии, смогла выучить татарский? То есть у тебя в семье говорили, или ты сама выучила? Регион не влияет на то, выучил ты язык или не выучил. Татарский можно выучить и в Татарстане, и в Башкортостане. Дома мы разговаривали на нем, и я, как и все нормальные дети, в деревню уезжала на 3 месяца на лето, а в деревне у нас вообще нет ни одного человека, который говорит на русском языке. А деревня это в Оренбургской области? Да, в Осикеевском районе. Угу. Четвертый вопрос. Ты попала вот в татарскую организацию при вашей автономии. И расскажи, вот первые годы, чем ты там занималась, что делала, вообще, что вы проводили, какие мероприятия? Это был стандартный набор для того времени. В 9-10 году это делали все молодежные организации, которые были по России, да и за рубежом. Это были вечера знакомств. Это самые массовые мероприятия, когда это выходной день, приходят все, кто хочет, потому что у многих был затык. Люди боялись приходить в организацию, потому что им казалось, что это какой-то закрытый клуб, элитный, и туда вообще как попасть. Для этого вот и проводились вечера знакомств. Там была какая-то типа шоу-программа, концертные, конкурсы, потом, естественно, чаепитие, типа там все знакомились. Потом вот костяк как-то формировался из этого. Естественно, были татарские дискотеки, спортивные какие-то мероприятия, интеллектуальные мероприятия, курсы татарского языка. На концерты мы вместе ходили, на сабантуях участвовали как организаторы, вместе со взрослыми. Вот такая была движуха. Так а ты за что отвечала? Я была заместителем председателя нашей организации. Окей, пятый вопрос. Когда ты впервые побывала в Казани? Летом 2009 года. Угу. Шестой вопрос. Смотри, многие татарские активисты, приезжают в Казань и решают сюда переехать. Вот расскажи, ты побывала вот в Казани, сказала, когда, почему ты решила вообще сюда переехать и здесь жить? Как и все в моей жизни, это случилось очень спонтанно. У нас переехал сначала председатель нашей организации, потом мы с ним после этого встретились, он сказал: Казань, это супер перспективный город. Чтобы вы понимали, Казань 2009-2010 года и Казань современная, это добрый вечер, это два разных города. Тогда город только отошел от тысячелетия, готовился к универсиаде. Все тут еще было непонятно, что получится такой город на самом деле. И почему-то мне это как-то запало в душу. А потом меня позвали сюда на работу. И я, сдав госэкзамены, но еще не защитив диплом, переехала сюда.
Окей, 7-й вопрос. Ты довольна тем, что ты переехала в Казань в итоге? Ну, то есть не жалеешь ли ты об этом? Ну, я, в принципе, не жалею обо всем, что случается в моей жизни. Это как-то глупо, наверное. Но переехала. Жила бы в другом городе, не жалела бы об этом. Окей, а вот присутствие вообще татарского насколько сильно стало больше в твоей жизни после переезда? Ну, то есть, там, не знаю, ты начала ходить в театр, ты, может быть, там, начала чаще говорить на татарском. Вот и твой татарский мир в Тольятти, твой татарский мир в Казани, насколько они отличались? Ну да, больше стало во внешней среде татарского, это 100%. Ну, появился доступ к театрам, концертам, книгам. Вот. Ну, больше стало, естественно, да. Но то, что больше ли я стала разговаривать, нет. Но у меня работа была связана с татарским, поэтому было бы странно, если бы его стало бы в моей жизни меньше. Окей, 9-й вопрос. Расскажи, вот как вообще, ну, трудно ли было переехать, как ты нашла первую работу, первую квартиру? Вот этот путь расскажи свой. Это отличная история. Ну, работа у меня была, на работу меня позвали, то есть я и не ехала в никуда. Чтобы вы понимали, тогда не было, типа, там, распространено ни Airbnb, это вообще, здравствуйте, ЦИАН, что-то, ничего такого не было. Я никогда до этого не сталкивалась со съемом квартиры. Меня родители привезли со всем моим небольшим барахлом, и мы поехали искать квартиру. Как это произошло? Мы приехали в риэлторское агентство, мне дали список из 40 адресов с номерами телефонов, которые я должна была сама обзванивать и ездить по этим адресам. Естественно, бюджет был небольшой, поэтому я искала какую-то комнату. Я видела такие трущобы, в которые я больше после этого ни разу не заезжала. Вот, 2 дня я обзванивала, и вот мы ездили по этим квартирам. Ничего не было подходящего. И абсолютно случайно, это был уже вот воскресенье вечер, а в понедельник надо уже на работу идти. Позвонил риэлтор, я, видимо, до нее не дозвонилась, у нее был пропущен. Она говорит, вот у меня есть вот такая квартира. И так вот я 3 месяца жила в этой квартире с бабушкой Вестой Васильевной. Платила ей 5000 рублей в месяц и мыла полы. Классно, окей. 10-й вопрос. Есть вот, ну, все равно ты знаешь, что есть такая вот татарская иммиграция в Татарстан, да, ну, и я в том числе такой, и ты такая, и у нас много знакомых таких. Вот кому ты посоветуешь переезжать в Татарстан? Вот какие качества должны быть у человека, что он переедет в Татарстан, и ему здесь вот 100% понравится? Не переезжайте в Татарстан, пожалуйста. Вы сюда переезжаете, соглашаетесь на маленькие зарплаты, и нам потом платят мало денег. Не надо переезжать в Татарстан. Это все, да, видимо? Нет, я не... Татарстан для татар с Тольятти. Сейчас Алсу будет кричать. Ну, не знаю. Но у меня есть много и таких знакомых, которые переехали, но потом уехали к себе в регион. И это в основном были ребята из татарских молодежных организаций, которые ехали прям за татарским. Они думали, что здесь на каждом шагу говорят на татарском языке, это тут вообще красота, в школу пошел, выучил татарский, и вообще тут, ну, прекрасно. А потом они понимали, что это не так, потому что одно дело, когда ты приезжаешь на мероприятие, а они знали Казань, Татарстан только в рамках вот какого-то мероприятия, когда классно, движуха, а тут приезжаешь, и, оказывается, надо каждый день ходить на работу. Оказывается, бывает так, что здесь не очень весело, и люди уезжали, ну, после этого. Переехать в Казань можно, если ты там из какого-то маленького города, и тебе нужно какое-то развитие. Развитие, мне кажется, в каком-то там творческом плане в Казани, в принципе, найти можно. Но есть свой потолок, дальше которого ты уже не уйдешь. Хорошо, спасибо. 11-й вопрос. Вот нас, например, смотрят татары с регионов. Как им проделать твой путь? То есть как им в своем городе попасть в татарскую организацию, если они до сих пор не в ней? Что надо сделать им? Это же больная боль моя. Зачем ты спрашиваешь у меня про это? Ну, чтобы ты рассказала. Логично. Ну, смотрите. Молодежных организаций сейчас уже не так много, к сожалению. Адекватных и работающих.
Это вообще разговор отдельный, его можно продолжать очень долго. Но, как правило, в городе есть либо это татарская национально-культурная автономия татар, либо татаро-башкирское общество. И вот при нем функционирует какое-то молодежное крыло, либо молодежная организация. Это абсолютно открытые ребята, это не какая-то закрытая элитная структура, туда можно прийти, найти их контакты, они все есть там в Инстаграме, ВКонтакте, в любых соцсетях. Сейчас не знаю, как во время пандемии, но вот знаешь, например, на прошлой неделе ижевские ребята проводили что-то типа вечера знакомств, то есть чтобы мальчики познакомились с девочками, потому что очень много людей приходит именно с таким запросом в молодежной организации. Вот нужно просто зайти в ВКонтакте, забить татарская молодежная организация и подписать свой город. И я думаю, что вы обязательно найдете какие-то контакты. Окей, 12 вопрос. А какие есть мероприятия в Казани, в Татарстане, куда татары из других регионов могут приехать? Татары из других регионов могут приехать на любое мероприятие, которое проходит в Казани и в Татарстане. Но есть отдельные мероприятия, которые заточены именно под татарскую молодежь. Это все, что проводит молодежный центр «Идель», и все, что проводит Всемирный форум татарской молодежи. Это все можно загуглить, узнать и приехать. Спасибо за ответ. 13 вопрос. Собираешься ли ты уезжать из Татарстана? Если бы было куда, я бы это сделала еще вчера. Но я не знаю, куда уехать. Честно, у меня давно уже я об этом думаю, куда бы мне переехать, но не в Москву и не в Питер. Но я пока еще не знаю такого города в России, где мне было бы лучше, чем в Казани. 14 вопрос как раз был об этом. Татарстан лучший регион для жизни в России? Но согласно исследованию РИА Новости, то он всего лишь на 4-м месте. Ну, в Татарстане, конкретно в Казани, в Татарстане вообще много своих проблем, там от района к району, от города к городу. Там это свои внутриковые темы. Ну, конкретно в Казани тоже есть много, например, проблем, да. Меня больше всего, например, общественный транспорт напрягает в Казани. Это ладно, я живу возле метро, мне вообще прекрасно. Кстати, здесь считается, что здесь типа еще нормальный общественный транспорт, чтобы ты понимала. Чем где? Чем в России в целом. Вот я была в Краснодаре, там прекрасный общественный транспорт, который работает с самого раннего утра до самого позднего вечера, до самой поздней ночи. Ходит по расписанию и вообще прекрасно. И по всем маршрутам. Вот, а вопрос какой был? Лучший регион для жизни. Мне одно время вообще я думала, что где родился, там и пригодился. И я уже переехав в Казань, всем это говорила, что где родился, там и пригодился. Но потом посмотрела фильм Дудя про Кремниевую долину. Хорошо там, где нас нет. Хотите, приезжайте, уедете потом, вы же не привязаны. Делов-то. Окей, и последний вопрос. Татарстан – это твой дом? Чего? В смысле? Ну, чувствуешь ли ты, что Татарстан твой дом? Или твой дом это Тольятти, или вообще Оренбургская область, или вообще Россия? Ну, мне нету такого понятия, вот это мой дом. То есть, Койрларга Бормадың, нәрселер күрмәдің, слоганом қойттым туган жерем, это не про Татарстан вообще, у тебя? Это вообще это не про меня, у меня нет такого. Прикинь, я никогда не думала про это. Хорошо, а где твой дом? Тут... Зрители не видели, она показала то ли на сердце, то ли на грудь, непонятно. Хорошо, спасибо. С нами была Алсу Хафиз. Поставьте лайк этому видео, оставьте комментарий, станьте нашим патроном. И с Алсу вы сможете пообщаться лично либо в чате, либо прямо в разговорном клубе на русском, на татарском, на бурятском, на якутском. На якутском, все языки, которые знает Алсу. Она готова с вами разговаривать. Все, всем пока. Махтал. Шәһәремә тынгысыз якты төннәремә